Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем детали трагедии на проспекте Ибрагимова. Мать и дочь, прямо несовместимой жизнью, что ли. На пешеходном переходе под колесами иномарки погибли мать и 10-летняя дочь. Массовая авария на Миллениуме в вечерний час пик. Пробка была. Пробка небольшой, да, притормозила. Что послужило причиной? И в Казани задержан серийный похититель велосипедов. В ходе проведения осмотра места преступления были зафиксированы специалистом следы обуви, обнаружены и изъяты следы пальцев рук. Подозреваемый попал в объектив камеры наблюдения в подъезде. Это и не только прямо сейчас. 2 человека, 36-летняя женщина и ее 10-летняя дочь, погибли сегодня днем после попытки перейти проспект Ибрагимова по пешеходному переходу. Все произошло примерно в половине второго. Они шли по всем правилам, но водитель внедорожника даже не думал тормозить. В момент наезда попал в объектив камеры наблюдения. Ленар Гинатуллин был на месте трагедии. И в это время они пошли. Откуда они пошли? Они стояли на обочине. Наезд не там был, что ли? На пешеходном переходе говорили. По словам очевидцев, 69-летний водитель Mitsubishi Pajero двигался по улице Ибрагимова от Восстания в сторону Волгоградской. Сам мужчина рассказывает, что, приближаясь к пешеходному переходу, увидел девочку и женщину. Они остановились перед зеброй. Говорит, подумал, что его пропускают, отвернулся на секунду, перестраиваясь в другой ряд, и тут удар. Мать и дочь. А вы... Мать в тяжелом состоянии, а девочка сразу, видимо, основание черепа, я не знаю, травма несовместимой жизнью, что ли. У меня внучка учится вместе с ней в одном классе. Одноклассница погибшей девочки стояла на противоположной стороне дороги и ждала свою подругу. Видела, как девочка с мамой только ступили на пешеходный переход и прошли всего пару метров, как их снес автомобиль. Она сразу позвонила бабушке, а та, в свою очередь, вызвала скорую помощь. Они живут вот соседи. Мы сразу отца вызвали. Вот. А скорая что-то долго не... Водители иномарки посадили в полицейский автомобиль и старались не отпускать на улицу, только для восстановления картины происшествия. Оказалось, что из дома он выехал ненадолго и даже не выключил плиту на кухне. Из-за этого так и торопился. Надо ехать там картошку включить в город. И от машины возьми какой-нибудь. Пока машину не трогайте. Нет, там пожар у меня будет, там плита горит. Происшествие было зафиксировано камерой видеонаблюдения. На кадрах видно, что люди шли четко по переходу, машин не было. Иномарка снесла пешеходов, даже не сбавляя скорости. Сейчас водитель Mitsubishi задержан. С ним работают следователи и выясняют все детали произошедшего. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть 2 человек, Уголовный кодекс предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет. 36-летняя женщина, мама погибшей девочки, от полученных травм скончалась в карете скорой помощи. До больницы ее довезти не смогли. Ленар Гинатуллин, Константин Бушуев. Вызов 112. Несоблюдение дистанции привело к крупной аварии на мосту Миллениум. Там в вечерний час пик столкнулись сразу 6 иномарок. В это время на этом участке и без того движение было затруднено. Авария, произошедшая в самый час пик, стала причиной крупного затора. С деталями ознакомит Слават Мухаммадуллин. Автоледи, управлявшая автомобилем Сузуки, рассказала, что возвращалась с ребенком из садика. Говорит, правил не нарушала. На мосту Миллениум было довольно плотное движение, и скорость потока была небольшой. В какой-то момент едущая перед ней машина остановилась. Девушка успела вовремя нажать на тормоза и добавила, что водители 5 автомобилей, ехавших за ней, дистанцию, видимо, все же не соблюдали. Пробка была. Пробка небольшой, да, притормозила. Как результат, в нее въехал автомобиль Daunexia. Узбекскую иномарку протаранила автоледи на Volkswagen Polo. Следующими в цепочке стали Chevrolet Cruze, Toyota RAV4. Последним в стоящий автомобиль врезалась Kia Sportage. Самые сильные видимые повреждения получил Volkswagen. Как предположили остальные участники аварии, у него, видимо, была немаленькая скорость. Об этом свидетельствует и тормозной путь иномарки. У вас самые сильные повреждения, вы вообще не пострадали, Максим Иванович, за рулем одна, а скорость сильная была, да, тормозной путь большой? Участники аварии стали дожидаться сотрудников автоинспекции. Им теперь и предстоит разобраться в произошедшем и определить виновников. Слават Мухаммадуллин, Адель Мулахметов, Вызов 112.
Лада 14 модели и КАМАЗ столкнулись сегодня на улице Саидгалиева. Происшествие стало причиной серьезного транспортного затора. Грузовик, двигаясь в левой полосе, начал перестраиваться в правую. Там в этот момент ехала легковушка. Водитель КАМАЗа просто не увидел Ладу и разодрал ей всю левую сторону. Говорит, что 14-я попала в мертвую зону и виновным себя не считает. Мужчина за рулем легковушки вообще маневров не совершал, а попасть в невидимый в зеркало участок не старался. Поэтому участники аварии остались на месте дожидаться сотрудников автоинспекции, которые определят виновного в этом происшествии. Сегодня на проспекте Имашева пожилой мужчина, водитель «Лады Калина», не справился с управлением и врезался в столб. Сначала, как рассказал мужчина, он свернул с проспекта на дорогу, которая ведет на улицу Декабристов. Понял, что повернул не туда и решил вернуться на Имашева, но столб не позволил совершить ему этот маневр. Расстояния не хватило, и он врезался в металлическую конструкцию. Прибывшие на место ДТП автоинспекторы убедились в том, что ни водитель, ни пассажир отечественного автомобиля не пострадали и оформили все документы. Теперь водителю «Лады» предстоит оплатить штраф за нарушение правил движения и ремонтировать машину за свой счет. Оплатить повреждения мачты освещения должна страховая компания водителя. Гости столицы Татарстана стали очевидцами столкновения двух велосипедистов в центре города. Все произошло вечером на площади Тысячелетия. Момент так называемой аварии между двухколесниками зафиксировал видеорегистратор, установленный в автомобиле. Велосипедисты, судя по всему, не заметили друг друга, зацепились и повалились на асфальт прямо на пешеходном переходе. Благо, сам водитель легковушки успел вовремя притормозить и не наехал на людей. После произошедшего водители забрали свои транспортные средства с дороги и поспешили удалиться. 27-летняя женщина сорвалась с 7-го этажа, пытаясь спуститься вниз по простыням. Трагедия произошла днем в воскресенье на улице Аддарадского. По предварительным данным, дверь в квартиру была заперта снаружи, и женщина решила спуститься таким вот опасным способом. Свидетелями происшествия стали прохожие и маленькая дочь женщины, которая в этот момент находилась на балконе. Люди вызвали спасателей и говорили женщине держаться, что помощь будет с минуты на минуту. В какой-то момент она попыталась забраться в квартиру, но сорвалась. От полученных травм женщина скончалась на месте, у нее остались 2 детей. Жажда наживы на чужом имуществе привела к уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Казани. Камера наблюдения в одном из подъездов дома на улице Глушко зафиксировала кражу велосипеда. Следом в полицию поступило заявление и от владельца. Подозреваемого вычислили и узнали, что крал он серийно. Рамиль Шайдуллин продолжит. Момент кражи велосипеда сняли камеры наблюдения у входа в подъезд одного из домов на улице Глушко. Вот молодые люди заходят в подъезд и выходят уже с велосипедом, чужим. Он стоял на лестничной клетке на 10-м этаже. Велозамок похитителя не отпугнул. Ущерб владельца оценили в 5500 рублей. Спустя время в соседнем доме также чуть не украли велосипед. Но у него была сломана педаль и спущено колесо. Неисправности сработали лучше охранного устройства. Такое транспортное средство брать не стали. На место совершения преступления выезжала следственно-оперативная группа, где в ходе проведения осмотра места преступления были зафиксированы специалистом следы обуви, обнаружены и изъяты следы пальцев рук и поврежденные велосипедные тросы. При изучении записей камер видеонаблюдения была установлена личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 23-летний житель Новосавиновского района, как выяснилось, ранее судимый. Вскоре полицейские установили его причастность еще к 4 схожим преступлениям. Задержанный в содеянном признался и рассказал, что для краж специально уезжал подальше от дома, а замки велосипедных тросов вскрывал маленьким ножом. Похищенные велосипеды он сдавал в комиссионные магазины, либо продавал случайным прохожим. В настоящее время дознание по всем уголовным делам продолжается. Часть похищенных велосипедов изъята и возвращена законным владельцам. Рамиль Шайдуллин, Ленар Гинатуллин, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятые вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.